посвящается каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал, ходил в поход или экскурсии. Цель нашей встречи – привлечение внимания к туризму как мощному инструменту обмена культурным опытом. продвижение международного движения WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. Наша встреча проходит в рамках республиканского проекта «Читающий колледж. Успешный колледж». Мы надеемся, что каждый из вас найдет книгу для прочтения души. Туристические направления в Казахстане. Что? Куда вы ездили или что вы знаете? Давайте. Да, в Казахстане. Боровое, Кокчетавская область, Балхаш. Так, хорошо. Первый курс. Где первый курс? Давайте. Еще стесняетесь? Так, тогда второй курс. Давайте. Кто? Какое популярное направление знаете? Что там интересного? Ну, давайте. Алаколь. Алаколь. Что там? Говорят, получается, я там был, там целебная вода и также целебные грязи. Да, Диана. Так. Какое направление знаешь? Какой объект знаешь? А почему? Бухтарма. Бухтармийское водохранилище? Да, но известно, так как оно является самым большим именно в стране, занимает топ-место по всему миру. Все, отлично. Давайте еще второй курс. Давайте. Лиза, давай, пожалуйста. Каспийское море. Каспий. Почему Каспий? Западный Казахстан, потому что это самый большой водоем в мире. Да, Каспийский. Еще, давайте еще. И? Кто? Нет? Все? Больше нигде не были? Астана сама может служить объектом большим? Да. Так, давайте вспомним третий курс, а вторые, кто знает. Какие названия были у Астаны раньше? Поехали. Базок. Акмолин. Зеленоград. Акмолат. Нур-Султан и Астана. Хорошо, уже лучше. Так, как вы думаете, опасными для туризма? Можно что-то сказать? Какие страны? Афганистан еще. Палестина еще. Сирия. Почему страны представляют опасность, ребята, в туризме? Военное положение. Да, вот сегодня будут путешественники рассказывать, наверняка они не были в этих странах, потому что там военное положение, да. Хорошо, принято. 9 из 10. В какой стране самый большой приток туризма въездного, как вы думаете? Франция. Там есть такой небольшой город, где находятся термальные воды, Лейкербах. Швейцария, я даже и не поняла, как исполнилась моя мечта. Потому что, когда я хотела путешествовать по Европе, это было не знаю сколько лет назад, я думала, если я когда-нибудь попаду туда, то это будет первая страна Швейцария. Но я думаю, вы догадываетесь почему. Потому что там совершенно не такой уровень жизни, как у нас. Во-первых, это высокоразвитая страна, она входит и в Европе, в первую десятку стран мира по качеству жизни, да, и когда мы изучаем туризм, там изучаем географические какие-то науки в школе, и потом продолжаем в начале первого курса в политехническом колледже, мы знаем, что первый критерий, по которому выбирает себе человек то или иное место жительства, это, конечно, качество жизни. Ну, качество жизни, там более 200 параметров, по которым оценивают все. Это не только продуктовая корзина, в которой мы существуем, какие-то мечты свои, материальные блага создаем, да? Это в первую очередь качество жизни, ну, зарплаты, это умение организовать отдых в государстве, обеспечить социальные услуги населению, обеспечить здоровье населению. Первое, что поразило в Швейцарии, это, конечно, полнейшая тишина. Там шуметь вообще не принято. После того, как мы попали в Италию, после Швейцарии, мы попали как в цыганский табор, потому что итальянцы очень шумные, очень энергичные, со швейцарцами несравнимы. Мы были в Швейцарии с французской стороны, поэтому там все разговаривают на французском языке. Первое, что я для себя ощутила, это незнание языков.
ходишь, как, не знаю, как рыба в аквариуме, только рот надо открывать везде и думать, что люди говорят, потому что говорят либо на немецком, либо на французском, либо на каких-то других европейских. Стильных направлениях модной одежды, да, это и взрослые люди преклонного возраста, и молодежь. Прям приятно было смотреть на девушек, итальянок, молодых школьниц. Кстати, они летом учатся, и мы могли наблюдать, как они занимаются, рисуют маски, лепят рукоделием, с ними уроки проходят прямо в мастерских, которые организованы в этих же бутиках, где продается модная одежда. Для чего это делается? Для того, чтобы у детей было общение, внешняя социальная такая ситуация, когда можно эти маски сделать, продать их, на них что-то приобрести. Но, знаете, автобусы или какие-то троллейбусы, или еще какой-то, там только морской транспорт. Приходишь на морскую гавань, мы решили покататься на этих гондолах, а там эти гондольеры, они, знаете, приглашают, мы не поняли, уселись на гондолу, она, кажется, просто транспортная гондола с одного берега на другой. Потом не знаем, как перебраться. Ну, разобрались горем пополам, сели, не знаем, как оплатить, потому что оплата только QR-кодом, как вот у нас в автобусе по QR-коду, ну, оплата такая, вот у нас этого ничего не было, ну, нас никто не оштрафовал, доехали, добрались. Знаете, они смотрели этот футбол. Это зрелище просто, ну не знаю, это атмосферное зрелище. Они всю ночь танцевали, они всю ночь кричали, они всю ночь там за своих футболистов, за итальянскую команду прямо на весь город скандировали. А у нас по какие классы учатся с первого? По четвертый классы. Далее у них идет образование колледжа, то есть это профессиональное образование. Они уже в школе приобретают себе профессию. Это у нас называется в республике педагогические классы, профильные классы. А дальше они, если есть возможность поступить на грант, они учатся бесплатно, а так в основном они учатся платно. Большинство, наверное, узнала, когда я, наверное, съездила, да? Да. Вот сейчас я хочу начать с такого выступления. Непал, крыша мира. Почему, как вы думаете, такая Высокая точка, наверное, да? В горах. Из-за горы. Из-за Эвереста, который находится. Да, там находится самая высокогорная, высокая точка мира. Это Эверест, Джомолунгма, высота которой такая. 8400. Ну ладно. Потом. И тут я такое взяла выражение «Are you happy? Yes, I am happy». И этот случай я расскажу чуть позже, да? Вы поймете, о чем я говорю. Сейчас правильно вы угадали, это Эверест, это Джомолунгма. В переводе «Мать гор» считается. И там несколько направлений, вы знаете, что это индуизм в основном, да? И там очень много направлений, очень много названий, очень много своих интерпретаций. Непал находится между Индией и Китаем. Да? Это не индусы, это не китайцы, это не пальцы, это отдельная страна. И она знаменита чем? Она популярна гималайскими вершинами. Да? Например, лично я, для меня Гималай и Эверест это была информация в книжках по географии, ну, в свое время. Да? И спустя вот столько лет я никогда в жизни не подумала, что я там окажусь и еще там мне посчастливится там пожить. Вот. Всего вершин восьмитысячников самых высоких 14 по миру. И 8 только из них находится в Непале.
Ну, ты бежишь такая после работы, уставшая, да, ну, ты все равно знаешь, что похудеть, там еще что-то, фигуры, так классно. И тут она заходит на тренировку и тоже, ну, как бы без ног начинает по этой дорожке ходить, да. И в этот момент у меня такой в голове щелчок, типа, в смысле ты устала вообще, да? Как ты вообще можешь о чем-то там говорить, о какой-то усталости, человек вообще без ног, просто вот, ну, несмотря ни на что, делает ради своей мечты. А мечта у нее была получить бионические протезы, да, бионические протезы, но для этого нужно было ей прославиться на весь мир, да, на весь Казахстан, чтобы их получить. Я на базовом лагере Анапурна. Анапурна это тоже 8000-ник, но мы на базовый. Базовый обычно идет в половину, да, то есть 430 метров. Мы поднялись, у нас была команда, у нас был проводник, с нами были шерпы, были непальцы, которые вообще, они, если честно, удивляют и поражают своей простотой, улыбчивостью, хотя на голове у них там по 50 килограмм, которые они несут в гору, не просто там с туристами, да, некоторые же там живут, для в основном это заработок большой денег. И несмотря на это все, ну понятно, люди привыкшие, там выросли в горной местности и так далее, но вот этот их позитив и вот этот оптимизм и любовь, наверное, к природе, и, скорее всего, природа их так полюбила, что поселила их на самую высокую точку, да, и это очень, ну, вдохновляло и помогало подниматься. Побежали на эту вершину и также и спустились. Ну, я очень сильно, наверное, верю в такое все вот это человеческое, что, наверное, он как бы смотивировал меня, помог поднять. Да? Вообще горы, почему я полюбила горы? Потому что это постоянный разговор с собой. Тут не нужны психологи, тут не нужны там, не знаю, терапевты. Ты просто идешь и просто разговариваешь. И ты не чувствуешь себя каким-то сумасшедшим, да, а ты просто у тебя в голове начинает все по полочкам раскладываться. Вот. Сейчас я вот говорю об этом, и у меня вот сразу от этого все поднимается, потому что, ну, все как будто вот перед глазами это все происходит, поэтому это на всю жизнь. Ну и в целом, в какую бы страну вы ни поехали, в любом случае вы это не забудете. И, конечно же, это опыт. Расширение границ. Расширение границ у вас, ну, такая сфера туризма, да, вам вообще это, наверное, не грозит, да, что вы там будете вот так вот сидеть, по-любому будете путешествовать, и в первую очередь границы не расставлять в своей голове. Ну вот так мне захотелось. Я вообще-то побывала во многих странах, и все было решено. Летим на Кубу. Как оказалось, 13 часов перелета из Москвы не представляют сложности. Причем без посадочного перелета. Все можно пережить. Я забыла сказать, что здесь в зале сидит студентка Горбачева Валерия. Это она оформляла мне тур. Она мне помогала. Это с ее помощью я туда попала. Да, у нас были проблемы, она получила какой-то опыт, но это все ушло потом на нет. Я вообще-то интересовалась, кто меня туда может отправить, потому что не каждая туристическая компания берется за такое путешествие. И практически все мне отказывали. Даже те агентства, с которыми я бывала в других местах, они мне говорили, мы никогда туда не отправляли туристов и боимся вас подвести. Ну, в общем, Лера рискнула. Она рискнула, поэтому где-то я ей благодарна, где-то мы набрались опыта. Итак, мои впечатления делюсь с вами. Ну, давайте, наверное, да, оставим вот это. Ввели строгие, жесткие экономические санкции против Кубы. Эти санкции продолжаются по сей день. Такой нюанс. Человек, турист, неважно из какой страны, побывавший однажды на Кубе и получивший визу в свой паспорт, уже никогда не попадет в Америку. Поэтому вот эти ограничения, они очень для Кубы плохи тем, что страна теряет туристов.
Что мы видим сегодня? Кстати, эти ограничения существуют и по сей день. Сегодня большая часть туристов – это Канада и Россия, потому что для этих стран безвизовый въезд в страну. Для нас бумажка. Причем, когда мы стали давать доллар, а у нас же пока ничего еще нет, от этого доллара он просто шарахнулся как от огня. Нам было тоже непонятно, почему. Но оказывается, они не любят Америку, потому что санкции. Они решают многого в этой стране. Ну, я думаю, что когда вы соберетесь поехать на Кубу, что я вам очень советую, вот этих денег уже не будет для туристов. Потому что сегодня идет политика такая, что это надо убирать, вот, и в конце концов надо возвращаться. Вообще эта форма очень удивительная. Ни в одном государстве такого нет, чтобы деньги были одни для туристов, другие для местных жителей. Ну и душой, где-то телом и так далее. А вот WorldSkills это как раз таки тоже возможность посетить другие страны не за ваш счет. Абсолютно бесплатно, ну не бесплатно, за это платит государство, но это тяжелее сделать. Я попробую объяснить почему. WorldSkills, дословный перевод World, мир, skills это навыки, умения, то есть это чемпионат рабочих профессий, которые не можете себе представить, потому что каждый день рождается какая-то, ну не каждый день, да, условно говоря, завтра может появиться какая-то новая специальность современная, о которой даже мы не думали об этом. Это нам все навязывает современные технологии. Движение зародилось в 1946 году в Испании, когда, вы сами знаете, после Второй мировой войны, либо что-то еще. А сейчас это переросло в такое мировое движение, и Казахстан тоже вступил в это движение в 2015 году. В чем это заключается? Мы выставляемся по различным компетенциям, даже наш колледж в этом участвует, то есть вы не можете сразу попасть на чемпионат мира, вы должны пройти какой-то отбор. Например, в колледже вы можете поучаствовать по направлению, ну вот даже если вы учитесь на туризм, ничто вам не мешает дополнительно заниматься чем-то еще. Например, у нас есть ребята, которые учась совершенно это не юристы, не адвокаты, это именно те рабочие профессии. И Казахстан участвует здесь с 2015 года, и в 2016 году впервые у нас проводился республиканский чемпионат, где лучший в республике получил право поехать на международный чемпионат в Абу-Даби за счет государства, естественно. То есть, почему я сказал, что это можно бесплатно сделать, но это не просто, потому что прежде чем вы дойдете до чемпионата республики, вы должны пройти долгую изнурительную подготовку по тому направлению, которое вы выбрали. То есть с вами занимается эксперт, вы сами изучаете много различных инновационных современных технологий, и оборудование это в Казахстане есть, это оборудование есть в нашем колледже и так далее. И в данный момент у нас ребята сейчас занимаются подготовкой, у нас на 13 ноября запланирован старт республиканского чемпионата, и по итогам этого чемпионата у нас будет чемпионат Европы в Дании в 2025 году. Те, кто займет призовые места, поедут в Данию за счет государства, то есть планируют гостиницу, то есть проживание, пропитание, это все, дальше вы едете в Данию, но это, знаете, сравнимо не совсем с туризмом, это сравнимо с Олимпийскими играми. Знаете, да, как это проходит, там есть церемония открытия, церемония закрытия, но на самих Олимпийских играх что олимпийцы делают? Они борются за медаль. Это такая напряженная обстановка, где в итоге каждый хочет получить награду и представить свое государство, как бы на пике мысли есть такая награда. И такой результат еще наша сборная никогда не показывала. Мы участвовали по 30. И вот то, как проходит, я сейчас продолжу, но я хочу вам показать не природу Лиона, не то, как выглядит Лион, а то, что испытали конкурсанты на самих площадках. Как это проходит? Это тоже своего рода туризм, но мы знакомимся уже непосредственно с тем, какие технологии в современном мире применяются и как ребята работают. Вообще со всех стран знакомимся с ребятами, но они точно такие же профессионалы своего дела и точно так же приехали, чтобы завоевать лучшую медаль. Все как бы друзья друг другу, но когда скажут 3-2 начали, мы уже соперничаем.
Каждый год это проводится в разных странах. Следующая страна в 2026 году это будет Шанхай. И я вам очень рекомендую посмотреть церемонию закрытия, где проходила передача флага. Это такое зрелище. Китай там показал просто фееричное шоу, 10-минутное, которое говорит о том, что в Шанхае будет просто невероятное событие. И, возможно, кто-то из вас, услышав про это движение, вступит в него. И, возможно, я рекомендую вам обратить внимание на это движение. Может, кто-то из вас окажется в Шанхае, будет представлять не просто наш колледж, а уже Республику Казахстан. Мы, говоря об этом движении, сами так же, как эксперты, посещаем разные страны. То есть не просто сам студент едет, его готовит международный эксперт от Казахстана. Отбираются в Казахстане, также у нас есть компетенция сетевое системное администрирование, это Лапенко Светлана Анатольевна. И вот с 1 октября у нас еще один сотрудник появится, Галухар Кадыртаевна, она у нас будет тоже, она международный эксперт, она у нас графический дизайн ведет, она тоже была в Лионе и Франции. Ну и я являюсь международным экспертом. Да, правила подняты, поднимайте руку. Вот, Илья Сольник, давайте. Все подключайте, все места. Восхождение на гору заменяет психолога и психотерапевта. Вот, давайте, кто еще что услышал? Быстрее. Спортивные, итальянцы, очень громкие, молодежные, задорные. Также не пальцы очень добродушные к людям, а кубинцы просто ленивые. Смелее. Я поняла то, что самое главное в этой жизни – развиваться. Профессионально, он мастер спорта по спортивному ориентированию. Горные вершины мы с ним покоряли много раз. Муж мой мастер спорта по спортивному ориентированию легкой атлетики. Он работал зав. Кафедрой туризма, поэтому сам Бог велел мне получить эту грамоту. Я ваш человек. Спасибо. Сегодня мы уже второй день празднуем с вами День туризма. Да? Завтра вы все знаете, что будет Международный день туризма. Я очень рада, что вы очень любите свой профессиональный праздник. Вы этим горите, этим живете. Ведь туризм, да, организация туризма, ваша профессия – это та профессия, которая полна многих приключений. Каждый день вы открываете для себя что-то новое, что-то интересное. На карте мира любую страну вы можете открыть, да? Поэтому вы очень счастливые студенты. Даже сегодня вы гостей встречаете и аплодируете. Это у вас даже аплодисменты звучат по-особенному. Давайте еще раз вы сами себя поприветствуйте, пожалуйста. По-другому звучат ваши аплодисменты. Это говорит о том, что вы полны энергии, полны добра, полны оптимизма. Вот вчера на вашем мероприятии, да, это было видно. Сколько было драйва, сколько было эмоций. Это... Да, в открытой одежде. Еще какие правила приняты? Давайте. Еще какие правила встречали? Давай. В Таиланде запрещено говорить имя короля. Да, даже и говорить, и оскорблять, даже упоминать нельзя. Еще? В Корее, в Китае, в Японии у них нельзя, чтобы были видны татуировки. Да, то есть как бы на официальных мероприятиях. И еще что-нибудь? И? Запрещено вывозить кораллы и все камни, что содержатся. Да, кораллы запрещены. Раньше разрешали, сейчас запрет идет на вывоз. Хорошо, понятно. Следующий вопрос. В 2024 году хозяйкой Всемирных игр кочевников кто стал? Казахстан. Ну давайте несколько фактов. Что? Где наш волонтер? Это 5-е Всемирные игры кочевников. 5-е игры всемирные. Что интересного? 79 стран приняли участие в играх волонтеров в этом году. Так, Казахстан завоевал большое количество золота. Да, большее количество. Давайте поаплодируем. Да, кстати, сама девочка Амина, она была волонтером.